Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, огромное вам спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Каждый день прошу Всевышнего за вас, мои дорогие, чтобы вам послали в 1000, в миллион раз больше, чем вы даете мне. Огромное вам спасибо! Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Что спешит, что стучит, что случится скоро. Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Посмотрите на песочек, загадайте на себя, так и спросите, что спешит, что стучит, что случится скоро. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, что спешит, что стучит и что случится скоро. Так. Ну что, мои дорогие, здесь очень интересные события у меня вышли. Мне очень нравится то, что я вижу. У вас внутри глаз Бога вышел. Это очень сильный знак. Кто со мной уже долгое время знает, что такие знаки, они на вес золота. Крайне редко они появляются. И если уж появляются, то обещают нам большую радость, большое счастье и очень серьезные перемены. Вы знаете, кто занимается рунами, этот знак, он даже похож на руну Одина. Да? Вот кто знает. Здесь судьба будет меняться кардинально. Что, мои дорогие, что же к вам спешит? Во-первых, я вижу, к вам спешит человек. Человек этот необычный. У кого-то это может быть как мужчина, у кого-то женщина. Но человек этот словом, либо делом все в вашей жизни, либо в вашем отношении к жизни поменяет. И поменяет к добру, к лучшему. Человек-посланник. Понимаете, посланник высших сил, посланник Боженьки, посланник вашего ангела-хранителя, духа вашего рода. Понимаете, человек неспроста. Он и сам не знает о своей роли. Понимаете, он не знает. Он как, скажем так, инструмент воли высших сил. Вот такой человек. Придет, поможет, сделает свое дело. Вы этого человека узнаете. Кто-то, может быть, уже во сне видел какого-то необычного человека, да? Либо знает, что вот произойдет какая-то встреча. Только не понимаю, да, с чем это будет связано. А будет связано с тем, что человек действительно идет открыть вам какие-то новые возможности, новые перспективы. Что мешает сейчас? В вашем окружении, смотрите, какая противная кошка, видите, дергает за вашу жизнь. Есть люди, либо человек, либо люди очень неприятные. В любом случае, кто-то вам доставляет неприятности, либо желает вам неприятности, либо хотел бы, чтобы ваша жизнь была такой, знаете, мрачной, унылой, убогой. Кто-то прям, знаете, за ваш счет, может быть, живет, либо питается вашей энергетикой, либо вашими ресурсами, либо вашими какими-то способностями. Да? То есть есть явно в вашем окружении человек, либо несколько, которые, скажем, плотно на вас сидят. Да? Понимаете, о чем я говорю. Вы этих людей чувствуете, у вас от этих людей может, знаете, как панические атаки быть, либо дрожь, такое ощущение неспокойное. Но либо вы по доброте душевной не желаете никого обидеть, да, и указать этим людям на дверь, либо наоборот, вы с этими людьми считаете, что вы от них зависимы. А все совсем наоборот, абсолютно. Придет этот посланник и прогонит из вашей жизни всех этих неприятелей. Видите, он как бы за этой кошкой стоит, хотел бы ее за холку взять, да, и убрать из вашей жизни. Вот так приблизительно все и будет. Следующий момент. У кого-то будет неожиданная поездка. Поездка, причем как-то прям спонтанно вы соберетесь и отправитесь в путь. Это может быть как и дальний путь, так и короткий путь. В любом случае, главное,
что будет в этой поездке, это момент неожиданности. И второй момент, то, что эта поездка действительно очень серьезно повлияет на вашу жизнь, на вашу судьбу и на ваше будущее. Это может быть как и, я не знаю, друзья позовут куда-нибудь на пикник. Это может быть командировка какая-то неожиданная, либо кто-то там из родственников вас там срочно призовет к себе по какому-то важному делу. Либо, может быть, вот прям, знаете, предложение такое, да, там горячая путевка куда-нибудь, в какое-то необычное место. Здесь именно дорога, сама дорога сыграет очень важную роль. У кого-то будет момент, что вы поедете, например, в командировку, неожиданно, да, вот соберетесь и поедете, будете сопротивляться, приедете туда и посмотрите, что да, вот я хочу жить так, вот мне нравится это место, я бы хотел, либо хотела жить в этом городе, либо вот переехать сюда полностью. Вы реализуете свою мечту. Вот вам важно будет вот в ближайшее время, что важно, да, это вырваться из тех обстоятельств и из той ситуации, в которой вы находитесь. Не отказывайтесь ни от каких возможностей, не отказывайтесь ни от каких дорог. Даже вот если прям говорят, да, утром вам говорят, что вечером все, выезжаешь. Не переживайте, вы успеете и собраться, все будет хорошо. Самое худшее, что вы можете делать для себя, это отказываться. Отказываться, говорить, что да нет, я не могу, я не хочу, там, придумать какие-то отговорки, да, на эту ситуацию. Принимайте, все принимайте. У кого-то, я вижу, на работе очень неспокойно. Неспокойно, либо атмосфера какая-то достаточно такая давит прям, да, вот непонятно чего ждать, либо у вас такое ощущение, что вот и не ценят, не уважают, и вот-вот там, я не знаю, там пинка дадут, да, грубо говоря. Если это ваша ситуация, знайте такую вещь. Там, вот как говорят, рыба гниет с головы. И у вас на работе это гниение идет с головы. То есть какой-то начальник, может быть самый главный, а может быть непосредственно ваш начальник. Да? Вот там человек что-то хитрит, мутит, да, и что-то пытается свое, там, выгоду какую-то свою выиграть. Знаете, что эта ситуация, она разрешится таким путем, что то, что с вами там, например, несправедливо поступали, либо вы чувствовали эту несправедливость, там будет какое-то извинение, человек извинится, скажет, ну вот там неправильно понял, либо ты меня неправильно поняла, да, либо какое-то взаимное недопонимание произошло. Там еще вам, знаете, денежка идет, пусть и небольшая, может быть какая-то маленькая премия, какая-то маленькая надбавочка, что-то такое несущественное, но очень приятное, потому что вам будет очень приятно, вы успокоитесь, вы поймете, что вот да, все хорошо у меня. Зря я там себя накручивала, зря я там переживала. Для тех, кто только в поиске работы, берегитесь мужчин таких, знаете, которые возрастные, которые там 50 и больше. Потому что такой мужчина может воспользоваться своим положением. Для женщин, значит, будет требовать там каких-то, может быть, там интимных услуг, да, ну типа я тебя приму, но ты со мной там пойдешь, погуляешь, да, скажем так, завуалированно. Для мужчин вы можете столкнуться с тем, что мужчина вам будет говорить, что да, я тебя возьму на работу, но ты мне будешь там выплачивать какую-то там компенсацию, да, либо ты мне заплати, а я потом тебя на работу возьму. Вот такой момент может быть очень неприятный. Как только человек об этом говорит, не постесняйтесь, можно прямо потребовать менеджера, потребовать там, я не знаю, какого-то старшего руководителя, уходите оттуда, да, можете даже, как говорят, со скандалом уйти. Не соглашайтесь на эти условия, потому что этот человек, он аферист. Он аферист, и он может, скажем так, воспользоваться тем, что вы в нужде, да, и вы там либо заплатите, либо там с ним проведете время, да, и ничего по итогу не получите. Очень нехороший человек. Вам в работе, вот кто в поисках работы, поможет женщина. Женщина такая, знаете, может быть, она и строгая будет, но тем не менее, женщина очень справедливая. Вот она поможет. Если вы понимаете, что у вас собеседование, там, да, вам женщина назначает и говорит, я буду проводить, смело идите. Знаете, что это ваш шанс, ваш вариант. Что на этом собеседовании? Очень важно, во-первых, не бояться и говорить все как есть. Да? Вот, например, вас спросят, а знаешь ли ты эту вещь, да? Либо умеешь ты работать с этим материалом, да? Либо с этой программой. И если вы не знаете, вы должны сказать, что, к сожалению, я, например, не сталкивался, либо не сталкивалась, но я
знаю то, я легко обучаемый человек, я постоянно развиваюсь, и мне бы было приятно, если бы я мог показать себя вот именно в этой сфере, пообещать, что вы хорошо, быстро научитесь. Вот честность, открытость и желание учиться, развиваться, вот это будет главное, что вам поможет получить очень хорошую должность, очень хорошую. Причем она, знаете, будет очень перспективная, она будет с ростом. Вот это важно. Для тех, у кого, вот, кстати, именно рост, да, проблема. Я вижу, что есть человек, который думает о каком-то своем деле, но то ли денег не хватает, то ли не хватает обстоятельств. Вот кажется, что есть какие-то очень серьезные перепоны. Вроде я готов, да, но время не готово, да, либо там какие-то ограничения, что-то где-то поменялось. Знаете, я вам так скажу. Во-первых, вы готовы на 100%, но это дело в одиночку, скорее всего, не осилите. Вам нужен тот, кто ничего не боится. То есть найдите себе компаньона, либо найдите себе там верного помощника, да, например, там правая рука. Вы там главный директор, а этот человек там управляющий, например, да. И вам нужен тот, кто будет, знаете, как говорят, есть люди, которые ходят, там, двери ногами открывают, да, ничего не боятся. Вот вам такой человек нужен, потому что вы человек очень хорошо воспитанный, очень такой интеллигентный и скромный. А вам нужен тот, кто вот прям горит делом, там, вижу цель, не вижу препятствий. Вот такого человека себе найдите, все у вас получится. Бизнес вы можете свой открыть. Я вижу, что, скорее всего, вы откроете еще, знаете, у вас еще, смотрите, как прирастает к вам еще одна линия. То есть то, что вы задумали, это будет. Плюс вы еще что-то новенькое придумаете, как будто бы два направления пойдут, да, как будто бы две руки. Смотрите. Но это уже где-то у нас следующий год. Следующий год, так, чтобы вы уже чувствовали, что да, я хозяйка, либо хозяин своей жизни. Все получилось, все сложилось. Но думать об этом и развиваться в этом направлении нужно сейчас. Именно сейчас. Очень хорошее время, кстати, у вас для этого идет. Для тех, кто у меня сейчас ссорится, ругается, выясняет, разводится, расходится, то есть неприятности у кого в личной жизни с любимым человеком, либо просто в семье, там могут ругаться родители, дети, да, часто такое бывает. Знаете такую вещь? Здесь у вас как бы и у вас, да, и у ваших оппонентов, ну, есть за вами какие-то грешки, да, где-то в чем-то вы не правы, где-то ваши любимые не правы. Здесь очень важно придумать какое-то общее занятие, общее дело, либо какую-то общую проблему решить. Вы понимаете, только когда вы будете в связке, как, ну, есть английское слово team, да, это команда, когда вы будете в команде, вы волей-неволей, вы лидер, да, вот тоже понятие team-лидер, лидер группы, вот вы и есть этот лидер. Вам не хочется быть лидером, а жизнь вас заставляет, и ваши близкие смотрят на вас как на такого лидера. Вы знаете, вот если вы чем-то вот таким озадачитесь, какой-то вопрос начнете решать, либо вы дадите всем какие-то задачи, у вас все как рукой снимет. Все вот эти споры, недопонимания, потому что они все ждут от вас. Ждут момента, когда вы себя обозначите и скажете: все, делаем так, как я сказала, либо как я сказал. Вот это очень важно. Я вижу, что здесь все исправимо. Я вижу, что все можно поправить. Если вы будете противодействовать и говорить, что нет, меня обидели, со мной там плохо поступили, со мной не считаются, либо наоборот, слишком много от меня хотят, вы будете продолжать это. Ни вам, ни вашим близким хорошо от этого не будет. Но если вдруг все-таки вы устали, и вы действительно скажете, что да, где-то я тоже там перегнула палку, и нужно немножечко, да, все-таки, ну, слабенькие мои близкие, да, ну, нуждаются во мне, ну, что сделаешь, ну, такая жизнь. Я вижу, что все исправится, все поправится, все будет хорошо. Что мне не нравится момент какого-то треугольника, каких-то треугольных отношений. Здесь я вижу женщину, которая много страдает. Женщина, которая ждет и страдает. Я не могу сказать, кто вы, жена, либо вы любимая женщина. Я не могу этого сказать. Но я вижу, что вы страдаете. И вы почему-то вините себя. Что, может быть, я там недостаточно хороша, может быть, как жена недостаточно там ухаживала, да, за своим супругом, либо как любовница не могу там больше ему там времени уделить, да, что я там не совсем ему подхожу. Во-первых, не вините себя ни в коем случае. Этот треугольник, он идет вам как испытание на будущее. Ваша проблема
вот в отношениях, это ваша неуверенность. Неуверенность в себе и в правильности своих поступках, в своих словах. А вы замечательная женщина. Замечательно, очень душевная, очень добрая. Вы страдаете из-за вот этой душевности. Мужчина. Виноват здесь именно мужчина. Мужчина хитренький, мужчина сам себе на уме. Он такой, знаете, есть выражение приспособленец. Да? Он может приспособиться к любой ситуации. И главное, чтобы вот шкурка была целая, да? Чтобы он нигде не пострадал, да? Ни клятый, ни мятый. Здесь очень важно, ну, не его даже винить, и себя ни в коем случае винить, а просто себя спросить, кто я, что я, неужели я готова, или мне это нужно, да, чтобы вот я так страдала и убивалась. Вы должны себя переоценить. Назначьте себе цену, в прямом смысле слова. Я замечательная женщина, у меня хорошая фигура, я добрая, приятная, я красивая, я могу и то, и то, и то. Назначьте себе цену. Как только вы ее назначите себе, вы просто удивитесь, да, как все поменяется. Все поменяется. И мужчина на вас другими глазами посмотрит, и еще один мужчина у вас, кавалер, появится. И даже если вы сейчас сидите и говорите, да не нужны мне больше мужчины. Нет, нет, они будут к вам идти, потому что вы действительно очень ценная. И они бы сейчас к вам подошли, но у вас такой грустный взгляд, вы такая, знаете, как бы закрытая сама в себе. Вот в таком скафандре вы находитесь, поэтому не подходят. Вам по судьбе быть счастливой женщиной. И вы это поймете. Здесь буквально еще неделька-две, и вы все это поймете. Вот те ситуации, те мысли, они к вам придут. Вы меня сейчас послушаете, придет ваше время, вы еще раз об этом подумаете и примите правильное решение. Вам страдать осталось совсем чуть-чуть. Мне очень вас жаль по-женски, да, потому что я вижу, какая вы замечательная. И поэтому мне ну, прям больно за вас. Да. Все хорошо у вас будет. Главное, знайте, что у всего в этой жизни есть своя цена. И вы человек невероятно ценный, невероятно ценная женщина. Дальше, мои дорогие, кто у меня безуспешно пытался завести ребеночка, да, вот забеременеть, думает об этом, переживает, я скажу вам так, вам беременность придет, но не в ближайшее время. Сейчас вы слишком сильно сосредоточены на этой теме и тоже, как бы, знаете, ищете виноватых. Кто виноват, там я виновата, мужчина виноват, кто-то виноват на меня, там что-то где-то навел. Этого нет. Здесь именно психологическая усталость идет. Вам ребеночек придет особенный. Не в плане, что он будет, не дай бог, там нездоров, а в плане того, что этот человек, новый человек, он и вашу судьбу, жизнь поменяет. И он очень много сделает для людей вокруг. Человек, знаете, как бы правильно это сказать, он будет либо какими-то способностями владеть, да, может быть, у него способность к спорту, либо к математике, либо гениальный, там, я не знаю, доктор-хирург из него вырастет, может быть, спортсмен какой-то гениальный. То есть, понимаете, вот какая-то такая особенность идет. И он на судьбы других повлияет. И этот ребеночек, он должен прийти в определенное время, в определенном состоянии, например, там, звезд, да, чтобы все это отыгралось на его судьбу. Сейчас вы пытаетесь со всех сил, да, сделать этого ребеночка, но он не делается лишь только потому, что время еще не пришло. Он родится, знаете, как под особой звездой. Особое время, особое свечение, и вот будет зачатие именно в этот момент. Душа этого ребенка, она уже с вами. Душа уже пришла и живет рядом с вами. Эта душа выбрала именно вас. Поэтому вся эта проблема происходит. Так что не переживайте, не расстраивайтесь. Если вы, например, мама смотрит, и у нее дочка вот с такой проблемой, знайте, что это для вашей дочки информация. Именно для той девушки, которая очень сложно забеременеть. Вы знаете, я вот даже по своим клиентам посмотрела, и на других моих оракулах, да, вот какие-то особые детки будут рождаться в ближайшие несколько лет. Особые. С особой миссией, с особой целью. Поэтому, знаете, все девочки, бабушки, будущие бабушки, будущие, может быть, прабабушки, будущие там тети, да, знайте, что у вас родятся, просто в вашей семье родятся гениальные дети. Дети, которые будут менять наш мир к лучшему. Мои милые, очень хорошее событие, песок очень неплохой. Что хочу главного сказать? Верьте в себя. Никогда не сомневайтесь в себе. И понимайте, что пока человек живет, он может в своей жизни поменять абсолютно все.
это время перемен запускает сам человек. Готовность человека принимать, жить дальше, развиваться, становиться на ножки. Кто зашел на этот песочек, я вижу, что вы готовы. Ваше время уже совсем близко. Перемены тут хорошие. Не зря вам вышел глаз Бога. Помните об этом. А если хотите усилить эффект этого видео, моих слов, просто сделайте скриншот вот именно этого глаза. Поставьте себе, например, на телефон. Периодически просто смотрите на эту фотографию. И смотря, говорите: Создатель, я полностью тебе доверяю. Вот просто, да, можете даже своими словами какими-то передать эту мысль, что вы готовы к переменам и примите их в свою жизнь. И все у вас будет хорошо. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.